Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Камшевшара. Я ее ведущий Нарсоу Абухба. Не пропустите самые главные события уходящего дня. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Еще 8 участникам президентской программы по развитию сельского хозяйства передана сельхозтехника. Бойцы личного состава специального отряда быстрого реагирования МВД провели учебные стрельбы на полигоне Цабал. Представители Сухумской СС проверяют рестораны, кафе и столовые на соответствие предписаниям. Детский лагерь Абсышалахцажелаб завершил свою работу. Еще 8 участников президентской программы по развитию сельского хозяйства получили сельхозтехнику. Последние 3 дня Минсельхоз передает фермерам мотоблоки, мини-тракторы и орудия к ним. Это всего лишь часть техники, поступившей от определенных поставщиков, выигравших тендер. Все детали у Шазины Ханагуа. Вот уже более 2 недель Министерство сельского хозяйства в рамках ежегодной целевой программы раздает мини-технику для фермерских хозяйств. На этом этапе ее получили 8 участников проекта. Среди них Сухумский кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы. По словам иерея Виссариона, у них есть участки, где выращивают виноград, фрукты, плодоовощные насаждения. Он отметил, что они не нацелены на реализацию. Поспевшими плодами они будут угощать паломников и прихожан. Всякое даяние благо. И вот государство сегодня, которое передает нашему народу, и в том числе и церкви, трактор, это та сила, которая необходима роду человеческому. Это молитва и труд. Молиться, трудиться, жить. Жить для того, чтобы иметь все в достатке. Сельское хозяйство требует постоянного внимания и усердного труда. Предоставленные мини-тракторы предназначены для использования в малых фермерских хозяйствах, на приусадебных участках, личном, подсобном и домашнем хозяйстве. Их использование позволит увеличить производительность, сократить затраты на труд. Мы обратились в Министерство сельского хозяйства, нам выделили, помогли. Будем обрабатывать земли, у нас и фрукты есть, фрукты будем поля открывать. Спасибо всему Минсельхозу за внимание, за помощь. Ежегодная целевая программа развития сельского хозяйства показывает хорошие результаты. С каждым годом число крестьян, фермеров, обращающихся в Минсельхоз, растет. Мини-трактора, они удобны для личных подсобных хозяйств, именно для тех работ, которые именно проходят у нас по проектам. Это однолетние культуры, виноград, там, междурядье, многолетние культуры. То есть на всех тех участках, где мы оказываем помощь, вот эта техника будет иметь очень незаменимую пользу. И в этом году мы сейчас подготовили отчет о проделанной работе за 2 года. Там указано, сколько территорий мы освоили, земельных участков, новых земельных. Там же указано, сколько рабочих мест мы создали, сколько самозанятых людей, населения. И все это, исходя из этого, будем просить у руководства, президента, правительства для указания в бюджете большей суммы. Не знаю, насколько это получится, бюджет сколько позволит, чтобы мы смогли как-то увеличить количество наших проектов. Источником финансирования данного мероприятия является республиканский бюджет. В 2023 году на реализацию программы развития сельского хозяйства было предусмотрено 100 миллионов рублей, 23 из которых направлены на приобретение средств малой механизации. Программа имеет право на жизнь, она очень прижилась, крестьяне знают об этом, никаких корыстных целей, предвзятых. Комиссия работает, в которую входит со всех ведомств, она очень тщательно отбирает проекты, которые, и видя по тому, кто люди к нам обращаются, я могу сказать, вот смотря на них, это крестьяне с рабочими такими трудовыми руками. Это не те белоручки, которые хотят, сидя в городе, зарабатывать там или что-то. Это сами люди, которые занимаются землей. И это имеет большой успех. Я могу так вот с гордостью сказать, что эта программа небольшая, но она очень перспективная. Программа Минсельхоза, направленная на развитие сельского хозяйства, работает в республике с 2021 года. За это время при поддержке государства реализованы проекты по растениеводству, скотоводству, птицеводству, рыбоводству, переработке фруктов и многим другим направлениям. Шазина Ханагуа, Давид Авицба, Абхазское телевидение.
Министр внутренних дел Роберт Киут встретился с председателем организации Абаза Умаром Кончевым. Обсуждался ряд актуальных вопросов, в частности, безопасность дорожного движения. Умар Кончев пообещал оказать содействие в передаче МВД более 600 метров искусственной дорожной неровности, так называемых лежачих полицейских. Роберт Киут выразил председателю Абаза благодарность, а также готовность открыто обсуждать все вопросы, которые возникают в рамках сотрудничества. За последние дни в республике произошло 10 ДТП, в которых погибли 5 человек. Министр внутренних дел Роберт Киут обратился к участникам дорожного движения с призывом соблюдать правила безопасности. Уважаемые граждане, за 10 последних дней в республике произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 5 человек. 18 получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших есть гости, приехавшие в Абхазию на отдых. Статистика свидетельствует, что август месяц – самый аварийный месяц. В разгар курортного сезона, в период отпусков, к нам приезжают тысячи автомобилистов. Многократно увеличивается автомобильный поток. К тому же значительно выросло число местных транспортных средств. Негативное влияние на обстановку оказывают и аномальные погодные условия. Госавтоинспекция ежедневно в круглосуточном режиме выявляет более 200 нарушений правил дорожного движения, из которых самые аварийные – это превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. Конечно, профилактика способствует уменьшению числа аварий, но только административными мерами осуществить влияние на ситуацию невозможно. Я имею в виду прежде всего то, что большое число водителей, садясь за руль, не осознают свою ответственность. Практика и тяжелые последствия ДТП свидетельствуют, что многие цинично пренебрегают правилам дорожного движения, подвергают опасности не только своей жизни, но и жизни пассажиров и других участников дорожного движения. Можно до бесконечности винить сотрудников МВД, службу ГАИ. При этом надо иметь в виду, что ежегодно более 70 тысяч водителей подвергаются административному наказанию за нарушение правил дорожного движения. Позволю себе конкретизировать группу повышенного риска. Это прежде всего водители праворульных автомобилей. На их долю приходится в среднем около 60% всех происшествий на дорогах. В том же ряду кустарно переоборудованные, изношенные, постоянно перегруженные транспортные средства, без ремней безопасности, со срезными крышами, которые используются в туристических пассажироперевозках. Не менее рискованными водителями являются многие владельцы микроавтобусов, постоянно спешащие, подвергающие риску жизни и здоровью пассажиров. Их часто отличает безответственное вождение. Беспокойство вызывает опасное вождение автобусов, в которых находится до 40 и более туристов, включая детей. Подчеркиваю, соблюдение правил дорожного движения – это прямая личная безопасность каждого, кто управляет транспортным средством. Законопослушная модель поведения на дорогах во взаимодействии с административными мерами – это единственный выход из сложившейся ситуации. Она сложная и заставляет действовать нас решительно. Потому что от принимаемых мер и сознательности каждого водителя зависит жизнь и здоровье наших соотечественников и гостей страны. Призываю вас к пониманию, личной ответственности и строгому соблюдению правил дорожного движения. Бойцы личного состава специального отряда быстрого реагирования МВД провели учебные стрельбы на полигоне Цабал. Учебно-боевые задачи отрабатывались из имеющегося штатного стрелкового огнестрельного оружия и боевой техники. Усовершенствовалась тактика, специальная подготовка. Все подробности в материале пресс-службы МВД. Плановые учебные стрельбы проведены с СОБР МВД. Личный состав специального отряда быстрого реагирования Министерства внутренних дел Абхазии в рамках организации занятий по применению физической силы, специальных средств огнестрельного оружия для проведения учебных стрельб отбыл на полигон в село Цабал. Поставленные учебно-боевые задачи отрабатывались из имеющегося штатного стрелкового огнестрельного оружия боевой техники. Усовершенствовалась тактика, специальная подготовка. Бойцы спецотряда поражали неподвижные движущиеся цели на дистанциях от 100 до 300 метров с переносом огня по фронту. Отрабатывали профессиональные навыки ведения прицельного огня из бронетранспортера как с места, так и со сменой огневой позиции. В ходе практических занятий собровцы продемонстрировали навыки маскировки.
точность ведения огня, а также умение безошибочно ориентироваться на местности. Сотрудники СОБРа отбираются по особым физическим и морально-волевым качествам и выполняют самые сложные и ответственные задачи. Среди них участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в специальных операциях по предупреждению и пресечению преступлений, освобождению заложников. Большое количество посетителей и очень жаркая погода в августе. В таких условиях важно соблюдать санитарные нормы, особенно на объектах общепита. Представители Сухумской СЭС проверяют рестораны, кафе и столовые на соответствие предписаниям. На одной из таких проверок ресторана «Нарта» присутствовала и наша съемочная группа. Репортаж Рады Чичава. С традиционной и, что особенно важно, неожиданной проверкой санэпидстанция Сухума приехала в одно из самых популярных и знаковых мест столицы – ресторан национальной кухни «Нарта». Это плановая проверка, которая проводится раз в год. Если нет нарушений весомых, то она проводится везде по правилам один раз в год. Если есть крупные нарушения, тогда пишется предложение по их устранению и дается срок на устранение этих нарушений. Если не выполняется, то накладываются меры административного воздействия, то есть штрафные санкции. Но наши штрафные санкции очень маленькие, поэтому они особо так не влияют на некоторых руководителей. Проверка СЭС – это ряд важных мероприятий, направленных на определение соблюдения конкретных санитарно-эпидемиологических норм. Представители службы могут проверять как непосредственное помещение, так и прилегающую к нему территорию и имеют законное право на вынесение санкций в случае несоответствия объекта установленным нормативам. Кухонная часть ресторана «Нарта» состоит из нескольких цехов производства – мучного, европейской кухни, мясного цеха, национальной кухни и моечного отделения. Проверка Сухумского СЭС началась с самого важного места, можно сказать, сердце ресторана, известного на всю страну именно мучной кухней. Мы здесь проверяем все. Хранение муки, вот она, видите, стоит на стеллажах тоже. Маркировку, вот все промаркировано. Вот тесто написано, здесь вода хранится. Стол для разделки теста, основной ингредиент. Непосредственно заводского изготовления. Маркировка там есть. И сроки годности. Все. Видите? Вот оно. Дальше. Здесь у нас готовое. Вот масло. Предварительно взяв смыву с рук непосредственно поваров и работников мучного цеха, исполняющая обязанности главного врача СЭС оценила соблюдение санитарно-эпидемиологических норм положительно. Следующей точкой проверки стал цех европейской кухни. У нас готовится первые блюда, вторые, салаты, пицца, не знаю. Так, где вы готовите салат? Так, салатики производятся на этом столе. Ну вот, этот стол у нас для салата. Он промаркирован. Да. Разделочная доска промаркирована. Емкости для хранения овощей также промаркированы. С этим претензий мы не имеем. Дальше идет горячий цех. Да. Здесь супы, солянки. Вы, значит, разделываете, где что покажите? Мясо разделывается здесь, на супчике, на соляночку. Здесь у нас жарится деревня стейк. Как видите, только в стиле заказывают. Претензий особых нет, но частично маркировочка, так сказать, да, потому что мы каждый вечер как бы это у нас снимается, мы стараемся все обновлять. Так же, как и при проверке мучного цеха, у работников цеха европейской кухни были взяты смывы с рук. И не только. Определение патогенной, условно-патогенной, санитарно-показательной микрофлоры. Это мы проверяем на соответствие ГОСТу по бактериологическим показателям. Далее инспекция проверила мясной цех ресторана. Санитарно-гигиеническое состояние удовлетворительное, санитарные правила выполняются и соблюдаются. Сроки годности мяса соответствуют. В общем, мы претензий не имеем.
Проверочная инспекция не обошла стороной, конечно, и цех кавказской кухни. Маркировка имеется, но не везде четкая, а так все есть. Вы что здесь делаете? На этом столе что? Сырная, да? А что вы делаете здесь? Сыр только режем и все. Режете сыр. Одним из самых важных мест любого заведения общественного питания является, конечно же, моечное отделение. Ведь именно здесь обрабатывается посуда, которая позже попадет на столы гостей. СЭС проверили и это отделение нарты. Итоги инспекции Лидия Кураносова оценила как положительные, отметив высокий уровень соблюдения необходимых норм. Санитарно-гигиеническое состояние проверяемого объекта удовлетворительное. Я уже говорила, что это в нашей службе самая высшая похвала. Выше оценки удовлетворительности у нас не бывает. За исключением небольших недочетов. Это кое-где отсутствовала маркировочка. Вот данный объект, он законопослушный и старается соблюдать все санитарные требования, которые мы предъявляем к ним. Проверки СЭС, по словам Лидии Кураносовой, будут проводиться и дальше. Рада Чачава, Лаура Капш, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. 18 и 19 августа в Аку состоится международный форум «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерации», сообщает «Спутник Абхазии». Эксперты в области коммуникации, международной политики рассмотрят разные аспекты взаимодействия Абхазии и России, оценят роль исторической памяти для консолидации обществ, тему воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества двух стран. В Абхазии начал работу международный детский лагерь «Ахештрах». 79 детей из Турции, Иордании, Ливана и Карачаева-Черкесии будут отдыхать в республике с 10 по 22 августа. Возраст участников от 12 до 16 лет. Все дети размещены в общежитии Аку. Программа лагеря очень насыщенная. Дети посетят различные достопримечательности Абхазии, в том числе озеро Рица, Новоафонскую пещеру, музеи. Ребят также ждут в гости в районах Абхазии. Запланированный день отдыха на природе вместе с абхазскими детьми. 11 августа в актовом зале Госкомитета по репатриации состоялось официальное открытие лагеря. Перед открытием участники возложили цветы к мемориалу погибшим в войне народа Абхазии в Парке Славы и к памятнику махаджирам в Сухуми, а также посетили мемориал первого президента Абхазии Владислава Арзенба. С первых минут мы обрадовались, как радушно нас встретили. Мы очень обрадовались. И если вы заметили сегодня, если наши дети были обособленно в одной кучке сидели, сегодня вы видите, что уже наши дети общаются, и уже они сидят уже со своими подружками и друзьями. Насыщенные, интересные мероприятия. У нас свободная минутка, как появляется, мы сразу танцуем, поем. И у нас есть, мы подготовили тоже и музыкальный номер, и стихи. То есть у нас тоже будет сегодня вечером после ужина, наверное, покажем то, что мы можем. И еще хотела бы поблагодарить вас за то патриотическое воспитание, потому что мы все знаем, какую трагедию пережил абхазский народ, и поэтому мы вам благодарны, что предоставили нашему подрастающему поколению сегодня почувствовать ту ответственность, почувствовать ту боль, которая действительно наш народ один в один стоял рядом и поддерживал в те трудные минуты. Действительно, наши ребята, которые служили здесь, помогали ребятам, этих героев знают по именам. Но сегодня здесь при возложении еще раз напомнили нашим ребятам, что патриотическое воспитание, оно всегда на первом месте. Растет наша молодежь действительно с ответственностью, и они понимают, что они должны делать и как они должны достойно жить. Детский лагерь Псыхилахцажелоб завершил свою работу. Он стартовал 19 июня и успел принять свыше 700 детей от 7 до 13 лет. Школа «Альфа» организует лагерь ежегодно, но в этот раз он принял более масштабный характер благодаря поддержке главы государства Аслана Бжани. Около 13 миллионов рублей было выделено из бюджета Фонда социального страхования и охраны труда. Лагерь прошел под эгидой Министерства просвещения. О том, как прошло торжественное
закрытии и, конечно же, об эмоциях участников лагеря в репортаже Асиды Мали. Знать собственную историю должен каждый гражданин, как и помнить подвиг старшего поколения. Участники летнего лагеря Апсышвала-Чавила, дети от 7 лет и старше, знают, что в этом году, 30 сентября, в Абхазии отметят 30-ю годовщину победы в Отечественной войне народа Абхазии. В день прощания с лагерем они вместе с Куром возложили цветы в парке Славы. Участники лагеря, выстроившись в колонну, провели по направлению к школе «Альфа». Дети в сопровождении кураторов колонной прошли по улицам. Безопасность обеспечили правоохранители. Лето – это маленькая жизнь, насыщенная событиями и наполненная эмоциями. Для детей, участников лагеря Апсышвала-Чавила, летние каникулы удались вдвойне. Ведь программа лагеря, сформированная в 4 потоках по 10 дней, предусматривает не только образовательные элементы. Организаторы придерживаются принципа сделать занятия увлекательными. Так проходили и уроки абхазского языка. Предусмотрели группы по уровням знания. Сгой звана угала из банзар юнге имачные травят обустряла. А хахара из лахал шузала бартапш потоги рхия дырхор на его рабстазара джубурта тема ко усру дахолу. Схия куйтуа тема ко я хабс псадгил абсна бзия бара сараса зусто соколакава абирака гербах шавера этикета культура хымя бгаша бартвистша афраза ко усру дахолу. А вообще концепция организации лагеря предусмотрена таким образом, что все ее участники погружаются в которые активно говорят на абхазском языке. По мнению педагога лагеря, есть барьеры, которые мешают легко говорить на абхазском языке. И один из них – риск допустить ошибку. А урока джауз хаван нас куратор шейрахтуну бреуз дахолус дарги убри амшиалак зина усадерулун сушилай раз живен ухмаруан усум такоме подгон. Ачай, плаха, акулут, ачапа, Вожу еще что-то близо таблица, абра что-то и подстой. Алла гамта ганахану, абра шрак что-то фраза коену, и их дороже, и шергует, Участникам лагеря есть о чем поговорить и чем поделиться. Мне понравились шахматы, танцы, было очень интересно, даже с танцев уходить не хотелось. Рисование, у нас оно всего один раз было, и архитектура. Мне на самом деле очень много всего понравилось, но мне очень понравились шахматы и абхазские национальные игры. Шахматы я никогда не умела играть, но вот школа Альфа научила меня научить шахматы. Я стала вроде хорошо играть, даже пошла на матч против 3-го потока. Все мы соревновались друг с другом. Да, очень много друзей. Мы сейчас общаемся и планируем гулять все лето и после лета. Были организованы мастер-классы в секциях и кружках изобразительного искусства, дизайна, лепки и архитектуры. А спортивные игры включили такие виды спорта, как соревнования по шашкам, шахматам, домино, настольному теннису, бадминтону, футболу и веселым стартам. В рамках занятий по этикету беседовали и об абхазских обычаях. Хореограф Мактина Адлиба с удовольствием согласилась вести занятия. Она долгие годы работала в государственном народные песни и так. Дети разных возрастов, у них тоже разные характеры, подход тоже нужно отдельный каждому. Кстати, хочу сказать, что все творческие, у каждого свой подход, у каждого свое видение в танце. Я им давала возможность раскрыться, как вот они это видели, ту музыку слышали. Абхазские национальные игры особенно понравились детям. Журналист, главный редактор абхазского радио Атгур Гунба несколько лет занимался изучением старинных абхазских видов спорта и, можно сказать, оживил их вновь. Казалось, оставшиеся в прошлом игры теперь полюбились детям и, более того, набирают популярность. أخشكوا جاخور اللي يردر كلون أخمر جاخور الرمن ساعات حمل ناس عمر شتت نشورة خونخا يز جسر تخون مشيله واحد وناس شورة بتشك يرزي شخار حشنا خزار اللي عذر بشيني يقر أنزا بس شكوا ناس يستخدم زجران زج سبورت زاي وزما خي حريق
يحريوك أزغبت فيجي يزقتت وبأزغبت فيجي عاش كنت فيجي يتشكنا يرازغبت فيجي يبجر نرجو زقن وبسقارة يجامسكو. Торжественное закрытие летнего дневного лагеря было шумным и по-настоящему праздничным. Всех участников поздравила и поблагодарила за доверие директор школы «Альфа» Фатима Даутия. Стоит отметить, что дневной лагерь был совершенно бесплатный. Правда, главное условие, чтобы один из родителей ребенка был трудоустроен. В этом году лагерь организован при полной финансовой поддержке Фонда социального страхования и охраны труда. Естественно, под эгидой Министерства просвещения Республики. В этой школе нашим фондом была профинансирована программа трехразового питания, медицинского обслуживания. В этом году было профинансировано на этот проект 10 миллионов 800 тысяч рублей. Но в связи с тем, что поток не уместились дети, еще были заявки, мы еще дополнительно профинансировали до 3 миллионов эту сумму. На следующий год мы планируем более расширенно провести эту программу, чтобы... Таким образом, в одном потоке было 160 деток, а за все 4 потока с учетом дополнительных заявок количество участников лагеря составило свыше 700. На праздничном закрытии дети исполняли песни со своим преподавателем по вокалу и танцевали, демонстрируя тот уровень мастерства, который можно освоить за 10 дней пребывания в лагере. Мне очень нравится школа «Альфа», мне понравились все уроки, и тут всегда работаешь, и тебя никто почти не ругает. Тут, да, тут все добрые, и со всеми подружишься. Несмотря на 30-градусную жару, дети достойно показали запланированные номера и ярко провели последний торжественный день лагеря. Песню «Хиблы Мукба» «Сараса Псуп» исполнили выпускники лагеря, держась за руки. Асида Малия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу и в воскресенье ночью и утром местами дождь, гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью 22-27, днем 30-35 градусов тепла. Температура морской воды плюс 28 градусов. На этом информационный выпуск Амши Укшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.